И в завершении выпуска. Как работает специальное оборудование и сколько разновидностей вездеходной техники есть на вооружении у якутских спасателей? На эти вопросы столичных школьников ответили сотрудники Республиканской службы спасения. Сегодня на базе ведомства прошел день открытых дверей. Среди посетителей оказался и наш корреспондент Александр Лысак. Вездеход «Петрович», квадро и мотоциклы, беспилотник и спасательное оборудование. База Республиканской службы спасения практически забита различной техникой. Что самое интересное, это не муляжи. Все экспонаты являются рабочими моделями. Она может в любой момент, в принципе, воспользоваться, если будет очередной вызов. Поэтому это не для показухи техника, да, а это рабочая. Та же машина заводится и едет на поисковые работы. Кроме вездеходной техники, посетители выставки ознакомились с работой водолазной службы, а также вблизи посмотрели на гидрокостюмы. Полный комплект весит в среднем 50 килограммов. Это обувь, шлем, сам костюм и баллоны с воздухом. Кроме этого, в службе спасения есть средства химической защиты. Подобные костюмы, напоминающие нам о голливудских фильмах, стоят около 200 тысяч рублей. Но, конечно, их главная задача – оградить спасателей от различных отравляющих газов, в том числе угарного, а также от радиации. Большая часть посетителей выставки – школьники. Каждый из ребят смог найти для себя что-то интересное и больше узнать о работе спасателей. Мне все интересно, машины какие-то странные, необычные. Мне особенно понравилась водная служба, водовозная и еще и беспилотник в самолет. Понравилась вот эта штука, которая гудит. Я не забыла, как она называется. И Петрович. Крутая машина. Да, все, правда, очень прикольно, нравится. Я лично много нового узнал, что-то, не все знал. Мы с нашей школы часто ездим в всякие слеты, военно-патриотические слеты и лагеря. То бишь там мы в основном узнаем самое новое. А здесь уже как бы повторение, и мы все в основном видели. В службе спасения отмечают, что одна из главных целей Дня открытых дверей – профориентационная работа, то есть воспитание будущих коллег. Может, у кого-то из одного из 100, допустим, загорятся глаза, и он посвятит свою жизнь спасению людей, тогда мы скажем, что дни открытых дверей сыграли свою роль. Спасатели также показали на манекенах, как оказывать первую помощь пострадавшему. То есть школьники смогли не только посмотреть на технику, но и получить новые знания, которые обязательно пригодятся в чрезвычайной ситуации. Александр Лысак, Евгений Лугинов, НВК «Саха», Якутск.